Сергей Афанасьевич, здравствуйте, рад вас видеть у нас в студии. Здравствуйте. Сергей Афанасьевич, с вами, если позволите, хотел бы поговорить о политической ситуации, которая сложилась в Грузии сейчас. Мы с вами уже обсуждали это несколько раз, но как-то ситуация, с моей точки зрения, не становится лучше. Скоро выборы. Выборы назначены на 30 числа, на 30 апреля. Пройдут они 30 апреля, не пройдут. Мы с вами, кстати, сейчас об этом поговорим, если у вас будет желание об этом поговорить. Но мы не видим никакой активности. Практически никто не заявляет о своих башканских амбициях. Хотя до выборов тут осталось буквально несколько месяцев. За всю политическую карьеру, которая у вас была, вы помните такую ситуацию, когда выборы уже объявлены, но никто не проявляет никакой политической активности? Это в первый раз я вижу такую ситуацию. Я думаю, что выборы переназначат. Я думаю, что 30 апреля выборов не будет. Это была уловка Константинова с целью отодвинуть выборы двоих депутатов, Вулканешского и Гайдарского депутатов, отодвинуть дальше. Почему? Потому что там идет очень большая боязнь Константинова, что он потеряет большинство. В это время Дмитрий Георгиевич вырывает 12-13 человек, пытается себя обезопасить, чтобы его просто-напросто не скинули с поста председателя Народного собрания. То есть назначение выборов на 30 апреля – это уловка, чтобы не назначать выборы Только до выборов Народного собрания? Этой уловкой он просто-напросто провел социалистов, которые имеют явное преимущество, что он выиграет там двоих депутатов, и поменяется конфигурация в Народном собрании. 18 человек будет с другой стороны. Хорошо, а Сирийный Влах, он согласовывал это назначение даты? Я думаю, что да. Да, почему? Потому что для госпожи Влах это самое выгодное народное собрание, которое есть на данном моменте. Тут нету практически большинства ни с одной, ни с другой стороны. И вообще это народное собрание, оно пришло с идеей, под эгидой того, что она будет бороться с коррупцией, найдет, где Ирина Влахова наворовала даже ту же пшеницу, которую мы искали, нашли готовые документы, никто их сейчас просто не трогает, они им не нужны. Практически они боролись за эти места, на которых они сейчас сидят. И Ирину Влах это собрание больше устраивает. Даже я думал, что наше собрание прошлого созыва, 6-го созыва, было слабое. Но там было 10-12, иногда 13-15 человек собирались, которые именно тянули костяк, который был именно тянули политику, которая нужна была именно народу Гагаузии, и нужна была Гагаузии. Здесь я этого не вижу. Здесь вообще народное собрание какое-то аморфное. Знаете даже неизвестно, для чего оно собралось и для чего оно народное собрание существует. Я сейчас действует. С многими людьми сейчас говорю в Гагаузии, которые говорят, что это народное собрание просто-напросто надо распустить. Почему? Потому что оно недееспособное. Башкан Гагаузии угрожает распуском народного собрания. Как вы думаете, она пойдет на это? Послушайте, сейчас тоже один из этих их лозунгов было, что они не будут принимать исполком в таком виде, который он есть. Почему? Потому что исполком должен был отчитаться, исполком не хочет отчитываться. Сейчас Ирина Влах просто их поставила перед фактом. И если они не примут, она их распустит. И ей этот распуск очень выгоден. Почему? Почему? Потому что, объясняю сейчас, пока будут судиться, пока туда-сюда, мы перейдем за Новый год. Пока будут судиться. После Нового года, если она распустит, она их распустит по закону. Если они не приняли исполком, и это будет законно, суд примет ее сторону. Она постарается этот суд потянуть до, образно, февраля-март. После этого назначат новые выборы Народного собрания, которые будут где-то в мае-июнь. Мы уже имеем опыт, что выбирали председателя Народного собрания 3 месяца или 4, сколько у нас в прошлый раз мы выбирали. Пока они его выберут, Ирина Влах будет стоять тихонечко рулить Гагаузией и дальше. Почему? Потому что тут не будет бюджета на выборы, не будет принят бюджет на следующий год, и все будет по закону, все будет нормально. То есть это даст ей основание не проводить выборы? Да, ей даст на выборы нет денег, да? Да, на выборы нет денег. Вот и все. Оно будет с законной стороны. По закону это будет правильно. Она этим себя обезопасит. Тем более это народное собрание показало, что сегодня оно ничего не стоит, если взять так по большому счету. Оно не умеет работать, и даже непонятно, для чего оно туда пришло. Просто получается какие-то выкрики, метания из стороны в сторону. Конкретная работа народного собрания, этого созыва я еще не видел. Хорошо, это большинство, которое сформировалось во фракции Гагаузии, там были люди, которые в прошлом народном собрании очень активно
призывали к подотчетности исполкома, но они сейчас молчат. Почему? Ну, сейчас я объясняю вам, очень просто объясняю. Фракция Гагаузской сессии, там единственный кто, Сергей Константинович Чимпаеш, который вот, и в прошлом созыве, который тянул вот это именно. Он, Александр Григорьевич Тарнавский, Михаил Николаевич Железов, а остальные там, в этой фракции, вот такие как, ну, возьмем Орманжи, Гайдаржи, Кадын, еще кто там у них? Вот так. Захария, по-моему, да? Да, Закария. Знаете, как большинство из них получали гранты, получали вот эти, они стояли под ИРА, и сегодня пошли в эту фракцию, они зашли только из-за того, чтобы иметь определенную какую-то должность. Больше там никакой там идеи не было, там просто зацепились за кресло, за хорошие места, зарплата есть, машина под задницей, вот и все. Вот чего они добивались. То есть вы хотите сказать, что они не будут добиваться подотчетности и так далее? Единственное, там, кто будет от подотчетности добиваться, Сергей Константинович Чимпаеш, но он остался один. И тут Константинов очень грамотно регулирует даже и социалистов, и этих, которые на него просто нападают, не дают ему даже и слова сказать по большому счету. Это все организовано Константиновым. Это все организовано Константиновым. И самая большая проблема в Народном собрании – это Дмитрий Георгиевич Константинов. Самая большая проблема, который уже, я им тогда изначально говорил, не выбирайте его председателем. Почему? Потому что этот человек, ну, он председательство не тянет, это во-первых. Во-вторых, он сразу заранее уже вас продаст. Он заранее как бы он уже вас предаст. И вот так и получилось. Хорошо, а исполком они утверждают? Потому что они, помните... И исполком они утвердят, вот я говорю, Михаил... Без изменения структуры. Без изменения структуры они утвердят его завтра со свистом. Если они его не утвердят, Ирина Федоровна их просто-напросто разгонит. Без тени смущения? Без тени смущения. Без тени смущения. Хотя около нее бегают социалисты, все там требуют себе сейчас хотя бы исполком, чтобы дали какую-то должность, дали какое-то там управление. То же самое пытается сделать и Константинов. Ну, пока Ирина стоит на своем, никому и ничего. И если не утверждать исполком так, как ей нужно, она может их распустить? Она их распустит. При любом раскладе? При любом раскладе. Хорошо, возвращаясь к выборам Башкана. Есть какие-то, ну, я не знаю, явные, ну, помимо, понятно, я так понимаю, Чимпаеш собирается баллотироваться, Сергей Константинович. Другие претенденты есть? Вот вы видите на политическом ландшафте? Ну, на политическом ландшафте, я уже говорил вам не раз, социалисты уже в открытую заявляют, что будут ставить на Григория Узуна. Вот так. А Петров что? Петров крутится вокруг Шора. Шору, как я понимаю, сегодня дает российский флаг. Возможно, Отбирают его у социалистов? Да. Да, социалисты уже себя изжили. Социалисты как партия, они уже как бы очень слабенькая, как слабенькая, она уже никакая по стране. Ну, в Гагаузии она еще имеет какие-то свои, как бы свой электорат, который у нас, пророссийский электорат, который еще не верят в социалистов, но верят как бы пророссийский вектор, как бы социалистов, вот так. И Григорий Узун надеется под этим флагом пророссийским, почему у нас каждый башкан, вот посмотрите, если он сфотографировался образно с кем-то из членов правительства или этого со стороны России, все, он автоматически становится башканом. У нас люди голосуют не за этого претендента, а голосуют именно за Россию. Вот так. Петров, я думаю, ну, как бы, возможно, пойдет от Шора, но там надо знать нашего Михаила Макаровича Формузала, который тоже питает как бы амбиции башканские еще раз. Он тоже крутится около этой партии. Шора вы имеете в виду? Да, около Шора, пытается выйти на его руководство. Но я думаю, может у него получится вот так, но у того задачи не столько стать башканом, сколько заработать опять на этой башканской компании. У него вот так. Еще один из кандидатов, которых будут поддерживать, я так уже вижу, и Ирина Влах, и господин Константинов, которые они согласовали уже вместе этого кандидата, это кандидат будет Кройтер. Посол Республики Да, посол Республики Молдова. Почему? Потому что Константинов уже бегает, оббивает кишиневские круги, что он даст проевропейского башкана. А Ирина Влах, он выгоден чем? Почему? Потому что она тоже торгуется, чтобы ее, если они, Кройтер пройдет башкана, то освободится место посла в Турции, и Ирина Влах попытается убежать в Турцию послом. Ну хорошо, вот если говорить о башканских выборах, продолжать, да, эту тему, вы обозначили основных претендентов, которые могли бы участвовать в этой избирательной гонке. Эти будут участвовать. Эти будут участвовать. Да. В случае, если, как вы говорите, выборы Башкана могут быть отменены, и они будут перенесены куда-то туда подальше.
И исходя из вашей логики, я понимаю, что Ирине Влах, чем дольше не будут выборы проходить, тем лучше. Я правильно понимаю? Да. В этом случае, когда они могут пройти? Самый крайний срок, с вашей Ну, в точки этом зрения? случае, Из ваших информаций, которые вы владеете. Ну, один из депутатов, не буду называть его, озвучивать его имя, он хочет, они как бы рассматривают вариант, чтобы перекинуть выборы на год. Хотя по закону это нельзя. Мы можем самое дальше, что перекинуть на 3 месяца после вот этой как бы инаугурации со вступления Башкана в должность, или как она идет с утверждения Башкана судами. Вот так вот. Там 2-3 дня играет, по-моему, вот так вот. Ну, по-моему, с инаугурацией плюс 3 месяца мы еще по закону может Башкан как бы оставаться на этой должности. Но в случае того, если она распустит народное собрание, если она распустит, это нигде не прописано, она, я думаю, может задержаться еще больше. Хорошо, а если говорить о ту деятельность, которую она сейчас разворачивает, очевидно, что она занялась своей избирательной кампанией на национальных выборах, которые, не знаю, когда будут, мы не знаем, в парламент, но вот эти все ее поездки, даже посты в Фейсбуке, обратите внимание, на румынском языке, на русском языке, встречается с преподавателями там, встречается с преподавателями здесь. Очевидно, что она готовится не к тому, чтобы занять должность посла. Это может быть крайний случай. Но очевидно, что готовится в национальную политику. Вот вы не видите вот в этом направлении? И какая информация у вас есть? Михаил, вот посмотрите сюда. Ирина Влах прошла во 2-й раз, стала Башканом незаконно. Они сфальсифицировали выборы. На Кишиневской арене она никто, она это прекрасно понимает. Она отводит сейчас внимание вот с послами, с вот этим, то, что встречается, она встречается только по той причине, почему, я так предполагаю. У них брат кинул на 3 или на 4 миллиона кинул банк. Там уголовное дело пытается возбудить, она всеми правдами, неправдами пытается это перевести в политику. Здесь в Гагаузии, если порыться, я говорю, в Гагаузии очень много, если проверят исполком, очень выйдет много незаконной деятельности, где они делали, просто воровали бюджетные средства. Просто пока исполком не проверили. Ей надо сейчас сохранить вот это то, что она сумела сделать, нахапать, надо сохранить и красиво отсюда уйти. Национальная политика, кто ее знает в Кишиневе, кто она такая? Ее здесь толком на своей улице не знают. Но, может, она не может отказаться? Может, ну, послушайте, Гагаузларда бар бір лав, какой епси истердену ениште ярада. Так что там на Кишиневском уровне она ничего не добьется. Единственное, что ей может через связи где-то в Турции, где-то в Азербайджане попробовать убежать послом. Почему? В противном случае, если она останется здесь и будет работать закон, не сегодня, а завтра ей придется отвечать. Ну что, а тогда почему вот эта вот деятельность? Чем эта деятельность? Потому что мы видим, что она больше занимается национальной политикой, чем местной. Она сейчас занимается, как вам сказать, если даже вдруг где-то ее начнут дергать, она будет кричать, что это политика. Вот видите, я занялась политикой, и это, как бы вот это получается. Она пытается просто сейчас с больной головой перекинуть вот это все на здоровую. И с послами она встречается только с той целью, она показывает Кишиневу, что не трогайте меня, смотрите, с кем я встречаюсь, смотрите, вот сколько у меня... Это вот... такого рода защита. Да, это лучшая защита, это нападение. То, что делает госпожа Влах. Ну хорошо, ваши прогнозы, допустим, в Гагаузии на ближайшие, не знаю, несколько месяцев, понятное дело, выборы могут быть перенесены, народное собрание, вот это вот, и также будет вот этот разброд и шатание народного собрания, как долго это будет продолжаться? Разброд и шатание этого народного собрания будет, пока оно не распустится. И следующий Башкан, который придет к власти, если он будет нормальный Башкан, если это будет Башкан, который как бы его не пройдет туда за деньги, а просто его выберут народ, выберет народ, он первым делом что должен сделать? Распустить народное собрание. Почему? Потому что такого позорного народного собрания еще не было в истории Гагаузии. Вот именно вот это, которое есть. Это в том случае, если Ирина Влах его не распустит. Да, если в этом случае, хотя если Ирина Влах его распустит, она станет героем. То есть заработает еще политические очки. Да, она еще заработает политические очки в Гагаузии. И тогда, возможно, может быть, она все-таки протащит своего преемника. Возможно, может быть. Почему? Потому что Константинов, я вам говорил, он сейчас рассматривает, как расформировать ЦИК, отозвать оттуда своих представителей с Народного собрания, плюс также работает с представителями, пытается отозвать представителей, которых назначили суды. Он им каждому звонит: не приходите сюда, что не принимайте бюджет. Вот звонил до этого, чтобы не принимать бюджет выборов, как бы этих
депутатов, которые, 2 округов, которые освободились, он прямо им звонил, чтобы они не приходили, не принимали бюджет. Звонил именно вот представителям судебных инстанций, не пускал Олесю, которая там стоит, вот представительница этого, чтобы не приходили, чтобы не создать кворум, чтобы они не смогли принять бюджет. И сейчас на основании этого, то, что они не приходят, он пытается их распустить. Вот пытается Константинов этим пытается себя обезопасить, чтобы если вдруг, чтобы не было ЦИКа, не было ничего, чтобы их не распустили, как бы и народное собрание. Некому было проводить Да, выборы. да, чтобы не было никому проводить выборы. Вот он работает на опережение. И он, я говорю, как сделал в прошлом народном собрании, вот когда его тогда Дудоглу сделал председателем народного собрания, вот говорю, он опять вырывает 10-12 человек, чтобы не собрались 24 человека, чтобы его просто не скинули. Да, чтобы его не скинули. Почему? Потому что выбрать его надо 18, а скидывать надо 24. Ну тогда, если, получается, распустят сейчас, то нет шансов, что эти же люди будут переизбраны в Народное собрание опять. Послушайте, И сформируется то же самое большинство, которое сейчас есть. Нет, я вам сейчас говорю, если сейчас их распустят, эти уже больше никогда в Народное собрание не пройдут. Эти Ни один из них. Ни один. И, возможно, там пройдет. Орман же покупает, где вот эти села. Возможно, пройдет. У нас Карбалия, возможно, пройдет. Возможно, пройдут вот эти, опять Ферапонтьевка, может там 180 человек что купить. Понимаете? Вот эти вот, возможно, вот эти некоторые пройдут. Но основной контингент, который сейчас прошли социалисты, они уже не пройдут. Не будет того финансирования, которое было на этих выборах. Все. И Петрова тоже ждет. Ну, Петров, знаешь как, он как появился ниоткуда, он так никуда и уйдет. Почему? Он сейчас, если увидит, вот сейчас, он для чего пришел? Он пытается стать, баллотироваться на Башкана. Ну, мы видим вот этот Народный союз, который разворачивает деятельность в Гагаузии. Миш, вот знаешь, как говорят в одном мультфильме, не смешите мои подковы. Почему этого Народного союза не было до сих пор? Его не будет и после этого. Им нужны сейчас выборы. У нас, понимаете, вот каждый всплывает перед выборами. Начинаются какие-то пакеты, какие-то там эти акции. Да, мы помогаем, мы встаем за Гагаузию. Да, мы всегда были гагаузами. Это получается 2-3 месяца до выборов. До выборов. После этого об этом народе забывают и навсегда. Вот яркий пример. Социалисты прошли, прошел Петров, прошло куча людей. Что был лозунг? Вот год работает Народное собрание. Кто-то видел работу Народного собрания? Даже вот эти 1000 лей, которых давали вот детям, они вот приняли, что давать вот на этот сезон вот как бы на учебу, как бы вот этот вот на 1 сентября. Дальше что? Дальше что? Есть что-то? Вот и закончилось. Просто занимались популизмом, опять дурили людей. В очередной раз надурили. И сейчас опять как бы сейчас уже схватились в эти кресла и понимают, мы вот год отработали, ничего не сделали. И с другой стороны ничего и не заработали еще. Понимаешь? Сергей Иванович, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Ждем вас еще. Без проблем.